А там еще дядя? А там Шахнос? Здравствуйте. А там Али-Баба. Также Атабек передает привет моим подписчикам. Ассаламу алейкум, здравствуйте. Мы находимся на радио «Русская реклама» с вашим любимым, и теперь уже и нашим любимым, основателем таджикского рэпа, мистером и мастером Исмаилом. Пламенный привет. Всем вам привет. У нас, к сожалению, сейчас ночь или раннее утро. Многие спят. Атабек Ака салам узнали, говорит, это Зизо Зиоев. Спасибо большое. Ну, узнали, да. Не, вас спрашивают, узнали ли вы его. Кого? Зизо Зиоев. Конечно, знаю. Конечно. Да. Привет вам, Зизо. Взаимный привет. 4:20 утра у нас начало, представляете? Серьезно? Да. И вот так вот смотрит, да, все равно? Да. Самый благодарный, 64 человека. самый благодарный пользователь, самый благодарный фан. Реально, в 4 часа утра смотрят. Нет, Красавчики это много, ребят? В Инстаграм. Игорь, я сейчас вам еще одну песню отправлю, хорошо? Добрый вечер, уважаемые радиослушатели нашего Восточного экспресса на волнах Нью-Йоркского радио, радио «Русская реклама». И сегодня у нас в гостях, с большой честью вам сообщаю о том, что, вы знаете, это такое логическое продолжение, потому что на прошлой неделе мы с вами говорили о восточном рэпе. И сегодня у нас в гостях основатель таджикского рэпа мастер Исмаил. Добрый вечер и еще раз, мастер Исмаил. Здравствуйте. Еще раз здравствуйте. Вы знаете, Исмаил, Ice Cube, американский рэпер, актер, сценарист, режиссер и композитор, как-то сказал так, что нет вещи, которая стоит над критикой, тем более правительства. Опустим слово правительство. Как вы вообще относитесь к критике? Я отношусь к критике нереально позитивно. Почему? Потому что я сам очень самокритичен, и я сам считаю, что пока есть критика, у тебя есть возможность расти, расти, расти. И в тот день, когда ты сам себе скажешь, что ты самый офигенный, самый крутой, я считаю, что в этот момент ты автоматически просто остановишься. Я постоянно записываю трек, и перед тем, как его выпустить, я всегда зову всех своих друзей, знакомых, каждый слушает по отдельности, я всегда их прошу отписаться мне почтой, полностью сказать свое мнение, расписать свое мнение. Слушайте, вы успеваете каждому отвечать? Нет, я именно своих друзей, близких знаю. Вот так. Тех людей, которые разбираются в моем творчестве, в моей музыке. Ага, вот вы и подошли к ответу. То есть понятие есть конструктивная критика, да? А есть такая, знаете, критика, потому что я, когда снимался в одном клипе, он самый знаменитый клип в Узбекистане считается, потому что артист такой был, Озатбек Назарбеков, он один из самых популярных. И помню, клип удался вовсю. Мне со всей стороны позвонили, написали, но получилось так, что я спускаюсь вниз буквально со своего дома, и у нас здесь на первом этаже сосед, алкаш. Ему 52 года, он ни дня в жизни не работал. И он мне говорит, слушай, я посмотрел сегодня утром твой клип вот этот, он мне так не понравился, в таких клипах больше не снимайся. Это тоже критика, да? То есть вы больше воспринимаете, я так понимаю, конструктивную критику и прислушиваетесь к своим коллегам, а также с теми, с кем вы, я так понимаю, считаете нужно. Итак, Шахнос, пожалуйста, твой звездный час. Мой звездный час. Вот видите, а еще говорят, привет, Смел, все хорошо, как у тебя. Не говорить, я очень рада видеть тебя сегодня здесь на эфире. Дай Бог, чтобы ты к нам почаще приходил. Вот, дорогие, дай Бог, обязательно. Мы очень надеемся. Я знаю, что вы сейчас на очень короткое время пришли, но у вас огромное количество поклонников здесь, в Нью-Йорке и в других штатах. И все мне звонят и пишут, когда у Исмаила будет концерт. И мы очень надеемся, что вот с вашим вторым приездом в Америку мы вас услышим на реальной сцене, да? Дай Бог. Вот так что, ребята, следите за новостями, и у Исмаила обязательно будет творческий концерт здесь. Вот. А когда? А вот когда не скажу тебе. Почему? Потому что вас двоих не остановишь. Хорошо. Я думаю, что там концерт. Мне не скажи, а радиослушателям скажи. Наш небольшой секрет. Скажи мне, я отключу кнопку. Игорь, я тебе этого не прощу. Второй раз за один вечер. Я не могу больше смотреть на эти грустные глаза Шахнос, которые... Атабек нам просто сорвет концерт. Порывается весь вечер поговорить с гостем, и вот наконец-то ее... Давай, Шахнос. Еще говорят, что женщины много говорят. Двух холостяков просто невозможно было остановить. Да. Но нет, все хорошо, я не обижаюсь, все хорошо. А вопрос? А вопросов много. Мастер Исмаил, да?
еще M1, да? Вот M1. Да, а вот да. объясните, пожалуйста, вот мастер Исмаил, что значит M1? Я сейчас объясню. Просто у меня в моей творческой карьере два направления. Два никнейма. Это два абсолютно разные творческие дороги, творческие псевдонимы. То есть M1 — это человек, который читает рэп на русском. Мастер Исмаил — это человек, который читает рэп на таджикском, делает больше патриотические песни. То есть, когда я делаю песню на русском языке, эта песня выходит под псевдонимом Элман. Когда я делаю на таджикском, песня, естественно, выходит под псевдонимом. Очень интересно, потому что я впервые о вашем творчестве как раз узнала через мастера Исмаила. Песня была «Тоджик Бача». Нас папа приехал. Это одна из первых. Одна из первых, да? Тогда еще, по-моему, магнитофоны даже были. Мой папа приехал из Душанбе, мы там руки вверх слушали. Он говорит: хватит руки вверх, давайте таджикскую музыку. И дал нам вот эту песню. Народный таджикский рэп. Мне папа не знал, что там рэп будет. Мы включаем, ладно, говорит, чтобы с вашей двери только таджикская музыка. А потом он не сказал: нет, так, слушайте, лучше верните обратно руки вверх. Не, знаешь, это мы с сестрой были в шоке. Он такой, у нас начинается: эй, бача, магнитофон, табаланку. Она не так начинается, она начинается: таджики нечто. Ага, отлично. Пожалуйста, Исмаил, буквально куплет, пожалуйста, для наших радиослушателей в Нью-Йорке, пожалуйста. Да, вот именно эта песня. Именно этой песни? Именно, да. Эй, кимега кирэпи точки нечто. Так, Шахнос, Я что за таланты скрытые? Ну, если ты знаешь, ты будешь мне подпевать. Давайте. Я попробую, я Да, просто у меня... да, я надеюсь, это не будет ваш самый последний дуэт. Смотри, то есть в хип-хопе подпевка она такая: ты должна говорить конец каждой строчки. Окей, после вас, да? Нет, вместе со мной. То есть я начинаю читать, и конец каждой строчки ты подговариваешь. Прям как конец. Вот я, например, смотри, я говорю абача магнитофонта, и мы с тобой вместе говорим баланка. Да-да-да-да-да-да. Давай попробуем. Шахнос, ты уверена? Смотри потом, да? Так, Атабек, слушай, давай, не мешай нам. С Богом, с Богом. Какой вам дать? Любой. Знаешь, если я остановлюсь, ты там дальше иди. Окей. Да, Шахнос, пожалуйста, да. Абача магнитофонта баланка, байду и макат ярусота харсанка, товах таки смазин, да репта мужчина, да беру нега пойма понт нестай, номом 50 цент нестай бестай, ига понес там барой локу пустай. А дальше идет мат, и мне кажется, его лучше здесь не... Вот надо было его поподробнее. Я посмотрел, как Шахнос он подпевал. Игорь, классно! Игорь, спасибо! Вы просто потрясающий Вообще битмейкер, я очень прям классно, хотел останавливаться, но именно Именно мат вас и остановил, да? Мат Мат заставил остановиться просто. Не, ну очень классно, спасибо, вообще Не за здорово. Видишь, у меня тоже получается, а ты... Да, слава богу, знаешь, я так переживал, я на всякий случай уши закрыл, думаю. Я уже аж хочу... Скажи, когда они закончат, на всякий случай, ну, чтобы сам... Я хочу уже спродюсировать, а не ваш трек. Прям написать вам. Слушайте, дорогие друзья, скоро я тоже буду рэп читать. Ну, Исмаил, а теперь вот от шуток более к серьезным делам. Мне почему нравится ваша... Пора уже. Пора, да. Сколько можно тут с Атабеком хохотать? Пора уже на серьезные вещи переходить. Да, хихи. На самом деле, мне очень нравится ваш рэп, потому что он очень глубокий. То есть в ваших строках есть смысл, да? Вот один мой очень хороший друг называет рэперов поэтами 21 века. Вот вы согласны с этим? Вы себя можете поэтом назвать? Естественно, я себя сам считаю больше поэтом, чем музыкантом. Почему? Потому что я читаю о том, что я вижу. Я читаю про свою жизнь, я читаю про свою родину. То же самое делали и великие поэты-классики. То есть они писали стихи о том, что видят вокруг себя. Поэтому я считаю себя больше поэтом, чем музыкантом. И именно интерпретация вашего друга, она правильная. Поэт 21 века, да? Ну все, друг, ты понял, все очень правильно. Но вот мне очень понравилась ваша песня «Ман тоджикам». Вот скажите, пожалуйста, вот смысла очень много в этой песне, там очень разные социальные проблемы обсуждаются. Вот эта фраза «бейватану ватандор», что вы этим хотели сказать? Что я этим хотел сказать? К сожалению, к огромнейшему сожалению, то есть новое поколение таджиков, молодые ребята, очень многие теряют свой патриотизм к своей родине. То есть я перевод можете строк на русский язык с таджикского? «Бейватану ватандор». Да, ну я уже догадываюсь, как это будет на узбекском, но все-таки на русском языке. То есть с родиной и без родины. Вот так, да. Как-то вот так переводится. То есть я заметил
очень многих ребят, которые мечтают свалить с родины. Я спрашивал, например, почему ты хочешь свалить с родины? Это же твоя родина. Он говорит, да, это родина, все круто, все нормально, но я хочу свалить, потому что я себя вижу в другом месте. То есть очень много молодежи, которые не верят своей родине, не верят в будущее своей родины. И на самом деле большинство моих треков, они направлены целенаправленно на то, чтобы именно дух патриотизма, патриотизма зарождать именно в молодежи. Вот, Исмаил, пока вот вы не свалили из нашей студии, мы все-таки хотели послушать ваши песни. Сейчас буквально одна ваша песенка, и мы продолжим наше интервью. Уважаемые радиослушатели, давайте. Мы ждем ваши смс-ки и пожелания. Пожалуйста. Просто когда он так показывает, надо закругляться, чтобы, а то нас вынесет из песни. Алло? Салам алейкум. Звонил, да. Звонок, да? Камран Салихов звонил, но что-то бросил. Да, как вам? Нормально? Да, отлично, все хорошо. Ну вот, слава богу. Ну вот видишь, сейчас, а ты все переживала. Она ночь не спала. Ну вот, как раз. А что вы нас вот... У нас служебные романы запрещены. Да? Политика и